По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в России умирает 1 миллион человек в год. В пересчете на 100 тысяч населения российская статистика, к сожалению, печальна. Это в 2 раза выше, чем в европейских странах, и в 1,5 раза больше, чем в среднем по планете. Медики напоминают, важно регулярно обследоваться и следить за своим самочувствием, чем чаще всего пренебрегают жители. Неделя ответственного отношения к здоровью в честь Всемирного дня сердца – это еще один повод проверить состояние своего организма, чем и воспользовался Умар Тимурзиев. Профилактическую акцию проводят в кардиологическом диспансере. 110/60. Давление Умара сейчас в норме, как и его самочувствие, но так было не всегда. Он в свои 66 лет уже перенес 2 инфаркта. Последний случился в июне этого года. Умар сейчас проходит реабилитацию и регулярно посещает врачей. 2 месяца как прошло, стенд мне ставили, уже 3-й стенд. Здесь стою на учете, я здесь довольно давно здесь на учете стою. Врачи, по-моему, очень хорошие врачи, внимательные. Главный вопрос, чтобы не нервничать. А остальное, что они мне рекомендовали, таблетки какие-то надо пить. Я их пью регулярно. От состояния сердечно-сосудистой системы напрямую зависит здоровье и жизнь человека. Оно хоть и одно, но список опасных болезней для него внушительный. Это ишемическая болезнь сердца, инсульт, аритмия, сердечная недостаточность, пороки и многие другие. Чаще склонны к этим недугам люди старше 45 лет. Для снижения риска таких заболеваний необходимо соблюдать несколько правил. В первую очередь соблюдать рекомендации врача, то есть обязательно препараты, диету, умеренные физические нагрузки. Препарат обязательно пить по назначению врача, в той же дозировке, а не самостоятельно, или если у нас просто есть любители, пациенты, то есть любят назначать препараты сами себе или же от соседей. Так. Просто бывает так, что кому-то помогает препарат, а кому-то нет, все индивидуально. И обязательно основную роль играет питание, то есть ограничение поваренной соли, ограничение жирных, копченых, соленых блюд и умеренные физические нагрузки. То есть малоподвижный образ жизни тоже влияет на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Врачи доводят до жителей, даже если вас никогда не беспокоили признаки сердечного заболевания, стоит проявить бдительность и пройти обследование. Людям в возрасте 18-39 лет раз в 3 года, пациентам старше 40 необходимо раз в год. Сделать это можно в кардиологическом центре, где проведут необходимую диагностику. В нашем центре можно лабораторные исследования, холтерское мониторирование, ЭКГ, УЗИ сердца и консультации узких специалистов. Направляет врач-кардиолог, мы осматриваем пациента, делаем кардиограмму и все необходимые исследования проводим. На акции, приуроченной к неделе ответственного отношения к сердцу, показывают, как оказать первую помощь – сердечно-легочную реанимацию. Ее организовали Республиканский центр общественного здоровья и медпрофилактики совместно с региональным отделением волонтеров-медиков и кардиодиспансером. Пострадавшего на твердую поверхность, ровную, мечевидный, здесь находится мечевидный отросток, его мы не можем сломать. Это хрупкая кость, поэтому тыльной стороной ладони на груди мы делаем 30 нажатий. Дальше мы делаем дыхание рот в рот. Это два вздоха. Мы опрокидываем голову, закрываем, зажимаем нос и делаем 2 вдоха, при этом наблюдая за движением грудной клетки. Далее мы отпускаем и 30 нажатий снова. Частота нажатий 100-120 в минуту. То есть 3-4 раза в секунду. Эта акция в медучреждениях стала уже традицией в преддверии Всемирного дня сердца. Ежегодно медики проводят подобные мероприятия с главной целью – выявление заболеваний на ранних стадиях. Мадина Цорама, Владгирей Ахильгов, Магаз, 24.